Здравствуйте, дорогие зрители! Мы представляем вашему вниманию продолжение проекта Дома дружбы Караганды «Достук Дастархана». И сегодня у нас в гостях интернациональная семья Бахтияр и Яна Омархановы. Рад вас приветствовать. Бахтияр – общественный деятель, депутат, вообще неравнодушный карагандинский житель нашего города. Яна – успешный предприниматель, любящая мама и, конечно же, супруга Бахтияра. Рад вас приветствовать у нас в студии. Рахмет за приглашение. Что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы решили такое меню сделать. У нас будут паровые щи, баурсаки и будем напиток делать из кураги, абрикосовый нектар. Решила такое что-то интересное, разнообразное, чтобы и мужу угодить, и мне угодить. И нам всем угодить. Да, и вам всем угодить. Вообще, я хотела бы начать с того, что мне вообще интересно, как вы вообще познакомились? Познакомились мы где? В Караганде. Я помню, это бульвар Мира. Да? Помню. Да, я помню, значит, туда подъехал товарищ со своей девушкой. И выходит вот Яна, и я... Ну, может, любовь с первого взгляда, да. И я сказал для себя, что буду в любом случае познакомиться с этой девушкой, и мы будем общаться. Вот, и все, и пошло-поехало. Замечательно. С этого и начнем готовить. Давайте начнем сегодня с баурсаков. Будем баурсаки делать. Так, расскажите, Так, да. вы пришли сегодня не одни, с помощником. Да, я не одна, я со своим помощником, Термомикс, мой помощник, без которого я сейчас на кухне ничего не могу готовить. У меня все через него проходит. У меня их два вообще дома. Все через Термомикс, он мой вообще обалденный помощник. Я так понимаю, что это очень быстро будет. Очень быстро будет, замечательно. Да, все, самое главное всегда. Так. Отлично, что мы делаем сейчас? Сейчас будем Чем делать... мы можем помочь вообще? Пока давайте ничем. Я буду просто стоять и вас морально поддерживать, да? Наливаем 330 миллилитров молочка. Сейчас добавим дрожжи. То есть мы ничего не делаем, мы стоим просто наблюдаем. Вот пока мы стоим наблюдаем, я помучу Бахтияра. Бахтияр, вот расскажите, у вас интернациональная семья. Как изначально отнеслись родители к вашему выбору? Вот и с той стороны можно, кстати, рассказать. Ну, начнем с того, что действительно, да, у нас супер интернациональная семья. Яна у нас не только русская, но еще есть кровь украинцев и евреев, да? Да. Вот, и я, получается, сам казах, и среди них еще карагисек. Вот. Замечательно. Да. В народе нас шутят казахские евреи, да, карагисеки. Даже у наших детей вообще, я не знаю, какая кровь суперская. Вот. А родителей, ну, честно признаться, с моей стороны было непонятно. То есть были кое-какие там, ну, не сказать, что прям противились, но были вопросы. Вот. Однако, я же говорю, мы долго встречались, долго общались. Ну и в конце концов, конечно, да, любовь победит любое зло, да. Вот. И родители... Да, в целом нормально отнеслись. Нормально, вообще, Бахтияр такой парень, да, который сразу пришел, поговорил, и все нормально. Мне кажется, да, я любитель... может произвести впечатление. Я любитель сразу... Сразу, да, прийти, поговорить, озвучить и все. Да. То есть, ну, с отцом у нас были кое-какие тоже там непонятки, чуть-чуть, но да. это ладно. Притирки. Да. Родители молодые относительно у Яны, поэтому у нас очень такие хорошие, где-то, наверное, дружеские отношения. Ну, это отлично. Да, то есть у вас в семье это вот как дом дружбы, да, он объединяет? Да, можно так сказать, да, можно так сказать, да. На сегодняшний день все прекрасно, все отлично, есть понимание, есть любовь, поддержка и так далее, тем более, ну, двое детей у нас. Да, Дарина и Даир, да. Правильно, да? Да. Вот, так, мы ждем сейчас, получается, пока тесто. Мы сейчас муку засыпем, молочко у нас, дрожжи, сахар уже здесь. Нам потребуется 550 грамм муки. Сразу у меня здесь весы, я на глаз ничего не делаю. Вот мы и поняли, в чем секрет семьи Омархановых. Это дружба народов в доме. А расскажите, пожалуйста, мне, как сочетаются у вас
традиции разных этнокультур, получается, в вашей семье. Вот если мы уже начали, получается, приготовление с баурсаков, это значит, все-таки вот сочетание казахских традиций идет первоочередно у вас. Ну, вчера мы блины жарили, сегодня баурсаки, у нас так да? постоянно бывает. Да. Ага. А есть какие-то традиции, вот, которые вы соблюдаете, там, неукоснительно, не знаю, бешбармак на Наурыз сварить, какие-то вот общие мероприятия провести? Ну, бешбармак мы готовим, мы на Наурыз готовим, и баурсаки обязательно, и в садик дочери даю с собой, чтобы она всех деток угостила. Стоим, наблюдаем, пока все будет готово. Все, у уже нас готово. тесто замешалось, да. Мы его отставим, пусть оно поднимается, вот оно у нас готово. Вот, все, пусть оно стоит у нас. Давайте Все, его теперь сюда его отставим. мы оставим. Да. Так. Мы вот сейчас взяли вторую чашу. Мы сейчас здесь будем делать, пока в том поднимается у нас тесто на баурсаке, здесь мы сделаем абрикосовый нектар. Обалденный напиток. Вообще классно. Вместо соков, чем в пачке покупать. Мы сейчас за считанные минуты, секунды даже, Сотворим сделаем напиток. Нам Курага? потребуется 200 грамм кураги. Вот у нас 2 минутки буквально, и готов у нас абрикосовый нектар. Сейчас я вам дам Думаете? попробовать. Если густовато, бывает, можно разбавить. Я Бахтияру показывала, он знает же. Он же знает, как все это выглядит. Вот он такой красивый у нас. Настоящий сок, нежели покупать в пачке Он даже как в магазине. смузи похож, да? Ну, не По совсем густоте. смузи, он прям нектар. Прям нектар настоящий, вот такой обалденный. Ой, Сейчас прям, попробуем. Прям аж слюнки потекли. Да, я иногда еще бывает... Угощайте. Сейчас угощу. Я налево. Иногда я курагу заменяю манго, с сушеным манго, и тоже получается обалденный такой напиток. То есть, получается, по ингредиентам несложно. Курага всегда в доме есть. Вот у какой хозяйки нет кураги. Всегда лежит курага, бывает подсыхает, мы не знаем, куда ее деть. Что вот можем использовать безотходное давайте производство. Да, свои ощущения. Слушайте, как вкусно. Ну, вкус еще зависит от кураги. Смотря какая курага. Надо Просто- послаще, надо поменьше сахара, пожалуйста. Натуральный продукт. Но удивляет то, что Да. действительно мало продуктов, а можно получить конечный Да. вот такой результат. Вот такой вот сок. Ну а вот вы расскажите, как вообще происходило ваше предложение руки и сердца? Было это романтично или прозаично? Ну, предложение, я не знаю, банальное или нет. Ну, мы поехали кататься на лошадях. Естественно, я все это заранее организовал, подготовил. Вот покатались на лошадях. И потом, значит, я пришел с букетом, с кольцом. Я сел на подозревала. колени. Я подозревала. Она не подозревала. Я не Потому знаю, что- как и потому что он мне почему. Я сказал- вроде не полился, но... Один что-то коричневое. Что-то коричневое мне сказала. Я думаю, под цветовой да, гаммой да, я попало. думаю, ну что-то будет сейчас, наверное, фотосессия какая-то или что, не знаю. Почему я сказал, что ты была коричневая? Потому что ты сам оделся коричневым. Потому что мы на лошадях еще Да, поехали ну такая кататься, тема типа, на была, пляж. наверное, надо было Ну, что-то наверное. такое. Кочевники, Да, то да, да, есть да. такой цвет степи. Да. Жанар, давайте вы пока картошечку Давайте. нарежете, просто кубиками Мы можно. сейчас будем Ой, я готовить так- щи, правильно? Щи, да, я В пока общем, мясо банальное нарежу. предложение, как вы поняли, да? Ну, я считаю, что это достаточно не банально, потому что многие просто, знаете, могут сделать предложение в ресторане и все, особо не заморачиваясь. Ну, Вы достаточно заморочились. Чуть-чуть, да? Ну, заморочился. Ну, интересный момент, не знаю, говорить про него или нет. Что вы там делали? Давай. Интересно. После того, как Бахтияр, мы сходили на фотосессию, покатались на лошадях. Он мне А, сделал... фотосессия была еще? Да, фотосессия была. Уже нормально я подготовился. Нельзя в коричневом Да. цвете. Про фотосессию, кстати, я стояла с лошадью, она чуть ли мой букет с розами не съела. А он куда-то... А, нет, да, ты мне розы вручил. Или до этого, ну, в общем, не помню. Но она хотела скушать мои розы. Я была в шоке. Вы так классно нарезаете. Собачек-то покормили? Я посуду немножко... Потом бахасессия. Уберусь потом, все, ладно, можно будет, да? А то неудобно. Всё, то я отлично, стою, договорились. готовлюсь. Договорились, да. Ну вот, а на самом деле, вот когда вы только поженились, да, молодая семья, это всегда такая, ну, первоначальный этап, да, становления семьи, он такой сложный обычно бывает, потому что, во-первых, притирка самих, да, супругов, во-вторых, какие-то бытовые сложности. Как это было у вас? Бах, передай, пожалуйста, Варому. Но мы, когда встречались, в принципе, то есть были моменты, что мы там
я в Алмате так немножко поработал, там, мы там пожили вместе. Здесь, я ездила в с ним. Караганде. То есть, в принципе, у нас, мы как бы, можно сказать, и жили вместе где-то, да, там были такие периоды. А когда я вот решил создать семью, вот мы вместе с Яной, я помню, я сам принял такое решение, что я тогда ездил, ну так получилось, что я, в принципе, за свое время, там, за свои года, я и со студенческих лет работал, да, активно, я там накопил на хорошую машину, казахскую Toyota Camry. И я решил ее продать, и мы купили квартиру в Пришахтинске, в Шахтерском. И вот по Кемеровской там есть дома, пятиэтажные дома, где, значит, нету центрального отопления, и вот эта пятиэтажка, она отапливается. У каждого, да, печка в квартире. То есть вы топили Кстати, на сегодняшний день там вот Центральное, да, центральное отопление провели, очень тогда активно поднимали жители долгое время, и вот это заслуга нынешнего акима области, который вот когда я в акимате города был, значит, они вот услышали, поддержали, так скажем, да, и вот на сегодняшний день люди просто вот, я говорю, если бы я знал, я бы тогда не продавал так дешево эту квартиру. У нас Но был мы вот отдельный вход купили еще. квартиру там, значит, на первом этаже, у нас была печка, у нас был отдельный вход еще, помню, Отдельный, по да. забором, типа мини. Как домик. Да, как свой домик практически, вот, и мы Все были в шоке. топили печку, и чуть ли пожар, помню, не случился. Все были родственники я там мои, купил его в себе шоке. приору. Да. Вот, ездил на приоре, таксовал вечерами, ездил. даже так. Да. Да, были такие времена, действительно, вот мы, вот, слава То есть богу. вы прошли все периоды, это как сложности. Ну, И наверное. Это же укрепляет брак. Наверное, Да. да. Ну, не сказать, что прям это такие сложности были, В ну, любом случае тяжело. как бы, трудновато было. ну, я Было тогда, чуть-чуть? наверное, привыкла, как бы, я-то парень с аула, мы-то Ой. печку топили. Учитывая, я знаю, Для что меня я это, в научилась принципе, еще и в нормально. Праге. Училась, да. Да, кстати, В и Европе вот это когда мы пожила. встречались, училась и в Европе, в Праге, но не смогла доучиться, вернулась. Скучала. И вернулась. Любовь все-таки вернула в Казахстан. Да, вернула. И я переехала и здесь поступила потом в Каргу. Родители были, конечно, не очень рады тому, что я бросила учебу в Европе, но получила хороший опыт все равно. Косо на меня смотрели, да? Не, на самом деле, как бы она сама решила все. Да? Я Так, Яна, что мы сейчас делаем? Смотрите, мы нарезали мяско, положили его снизу в паровую корзину, здесь картошечку и капусточку сверху. Это у нас все будет готовиться на пару, пока мы отставим. И перейдем к нашему основному делу. Помогу. Переставить, да. Начнем сейчас приготовление наших паровых щи. Очень просто. Сейчас он нас просит мой аппарат 10 грамм свежей зелени. Мы просто возьмем укропчика, его вот сюда покладем, и он сейчас нам измельчит. То есть нам не надо ничего нарезать. Ничем. Давайте уже всю. Что мы будем мелочиться? Да, все положим. Нажмем далее. 3 зубчика чесночка. Вот у нас чесночок почищенный, да. Положим для вкуса. Сейчас такой будет аромат. А Сейчас можно это я быстро. использую перчатку и что-то положу туда тоже потом? Сейчас. Дайте мне добро. Секундочку. Сейчас на 8 скорости, буквально 3 секунды, у нас все измельчится. Зелень с чесночком. Это будет у нас как на супчик потом сверху на паровые щи мы посыпем. Да. Вот она. Аромат. Как пахнет. М-м-м. Вот огородом, когда... Я хотел сказать, как Каролин вспомнил. Скажите, да? Мы сейчас пока это отложим, вытащим, потом мы уже на супчик это все дело используем. Так. Я вообще обожаю вот так, когда зелень сделаешь с чесноком. Очень вкусно. Так, нажмем далее. 100 грамм морковочки. Давайте, морковочку что? знаете, давайте я сама, да? Я уже такая. Крупненько, достаточно крупно, 100 грамм морковочки нам надо. Можно я кину морковку? Приложить руку уже нужно. Как вот это делает же? Баскетболист. Куры. Так, еще можно кусочек добавить. 100 грамм морковочки. Далее 100 грамм лучка. Также мы его
стоп, достаточно крупно. Вот так я быстро дома готовлю. То есть просто закидываешь. Я просто все закидываю, нажимаю далее, даже вообще ничего не думаю. Вообще. 40 грамм болгарского Вот женщинам перчика. повезло, да, вообще в это, современным женщинам. О, Да. А раньше, как Раньше, всегда, как как бабушки наши говорят раньше, пеленки стирали, еще да? 10 детей было, представляете? Да. А сейчас вот 1-2 ребенка, ой, бай, да, все. Это кому намек? Посудомойка, Стиральная машинка. стиральная машина, Кухонный комбайн. термомикс. Так, маслица. Что, все есть. Все есть, Дайсоны, да? Майсоны, все есть. Пылесос, робот забыл сказать. Робот-пылесос. Что еще давай? Я вот Сушильной вспоминаю. машины у нас нет. Ну, это намек? Вот Да. вы зря сейчас начали перечисление. Чувствую, Маскара. выявятся те проблемы, Сейчас. которых нет. Сейчас чуть-чуть будет очень шумно. Вот смотрите, лук, Так, морковку, Это будет перчик сейчас болгарский, измельчаться да. будет. Вот смотрите, все измельчило с растительным маслом. Сейчас мы сюда соли добавим. Ложечку соли, ну я так на глаз примерно знаю сколько. Перчика добавим. Так, вот у нас перчик для вкуса. Далее и водички, литр водички. И поставим все это готовить Когда дело. воду заливается вода, да, все уже видно. То есть Да, вот смотрите, идет Цифры показывают, То есть я уже тут с головы ничего не придумаю, просто что лью. наливает. Видно, поднимается уровень. Сейчас литр будет 1000 грамм. И все. Так, нажимаем далее. Вот, да. Помещаем картофель и мясо в нижнюю часть варомы наши. Мы это сделали. Капусточку тоже. Нажимаем далее и устанавливаем. Бахтияр, можешь Ой, помочь, я- пожалуйста. Без крышку Моя подержи. помощь. Так. И крышечку. Ничего себе. Все, то есть у нас на пару сейчас здесь будет готовиться, снизу супчик, потом мы это все добавим. 30, давайте чуть больше времени добавим, потому что у нас говядина, чтобы она уж точно приготовилась, да. Я поэтому То есть и суп, советую. и Всё. капуста, и мясо, все одновременно. одновременно да, готовится. да. Отлично. Господи, А мы вот были- знаете, мне всегда интересно, как в интернациональных семьях воспитывают детей. То есть, что преобладает, каким традициям вы учите детей? Есть какие-то вот принципы воспитания? Ну, я всегда говорил, что в первую очередь в роли воспитания детей это самому надо быть примером. То есть в любом случае дети, они, я считаю, когда растут, они видят, какие родители, такие и дети становятся. Поэтому здесь в первую очередь я считаю, что в роли воспитания это все зависит и от родителей. Касательно традиций и так далее, все традиции практически, которые есть у нас и отмечаются в стране, также и семейные, мы все это с удовольствием отмечаем. Садики, как она у нас, кем она только, не бывает. Кем На казахском разговариваете дома? Конечно, разговариваем. У нас очень много, дочь у нас и читает, и пишет, и говорит, в принципе, на 2 языках. Ей 4 года, но она уже пытается. На английском пишет, тоже, уже. знает, говорит какие-то словечки, там, можно сказать. То есть, в принципе, все традиции, языки, и все соблюдается. Итак, мы возвращаемся к нашим баурсакам. Да. Подаю вам, собственно, тесто. Все, тесто у нас подошло. Мы сейчас раскатаем его. Я немножко так маслица, да. чтобы оно не прилипло на наш стол. А вообще баурсаки Да. Изначально любили? Еще до замужества? Конечно, я же и родилась здесь, и поколение у меня здесь, мы всегда и жарили. Здесь надо понимать, что Яна, она и как бы с ранних лет, она тоже очень активная, участвовала в школьных, городских мероприятиях, ведущая была и на казахском. И на казахском Ведущая, выступала, да, то есть, здесь... То есть, можно сказать, готовились. Да, для меня Она шока не не приехала было. к нам с России. России или там это, Я жила же в этой атмосфере, все равно всегда у нас все традиции, все это. родственники, тоже, да, Я знаю, что у родители вас в здесь. семье несколько поколений шахтеров. У нас, да. Шахтерский, день шахтера, это у вас получается семейный праздник. Семейный праздник. У нас только шахтерская, как говорится, династия, да, становилась на моем отце. Папа уже не был шахтером,
А дедушка шахтер, да. У нас Это в это нескольких праздник. поколениях, да, получается? В нескольких поколениях. Точно не буду говорить сколько, но у нас все, в да? музее в Майкудуке вот там есть портрет, информация про дедушку. Даже Тоже, так. да, даже так он висит, То там есть вы фотография. можете возить детей и уже показывать наглядно, Да. да, то есть с кого начиналась шахтерская столица. Да. Вы сейчас Наконец-то. делаете баурсаки, Яна Олеговна, да? Да, мы сейчас поставили вот масло, сковородку, пусть разогревается. Сейчас мы нарежем Ага. наши баурсаки. Я раньше помню, Для бабушка этого нужен как-то стакан, да, надо? будет Да. сказать? Сейчас стаканчиком нарежем. Я дома поменьше делаю, мне вот нравится, когда они маленькие. Когда Их мелкие. раз как как семечки, как говорится. У нас раньше бабушка, она с восточного Казахстана, они делали щи баурсак. Это вообще такие маленькие баурсачки. это да. Совсем. Я Вот знаю мне такие. такие нравились. Вообще вот у вас такая семья, да, то есть вы социально активные. То есть вы в паблике, в социальных сетях у вас достаточно имеют много читателей. Вот как вы думаете вообще, общественное мнение через социальную сеть, можно ли как-то на него влиять? И можно ли тогда в этом случае больше говорить о добре, чтобы, наверное, это распространять на всех читателей? Не знаю, наверное. Наверное, Вот да. как вы? Как Я такой, какой я есть в жизни. И Яна тоже, в принципе. Ну да. Мы показываем, освещаем, да, свою жизнь, свою деятельность. Все как есть, Все да? как есть. И влияет ли? Ну, может быть, влияет. Анализ какой-то такой я не проводил, если честно. Вот вы уже достаточно давно же ведете паблик, вот у вас есть, да, который именно для жителей города Караганды? Ну, рабочая страница есть, да, Такая, есть да. личная страница. Есть личная страница, вот рабочая страница. Вот больше о рабочей странице, ведь там люди с разными просьбами к вам обращаются, да, с разными проблемами. Вот заметили ли вы, как вы влияете на их мнение? То есть, когда вы выступаете с решением уже проблемы или с агитацией для того, чтобы что необходимо сделать, чтобы эту проблему решить? Не знаю, честно. У меня есть мои давние читатели, есть активные, неравнодушные, так же, как и я, жители, которых я, может быть, объединил там, да, и которые периодически отправляют свои вопросы. И да, наверное, определенные какие-то, когда есть вопросы, я их расшиваю, где-то рассказываю, это принимается людьми. И бывает такое, что видишь, когда там похожие темы там поднимаются и на других, у других там блогеров, пабликов, и в комментариях видишь, что вот эти люди, которые прочитали мою информацию, они там пишут: нет, там уже ситуация такая, в комментариях, то есть люди уже там владеют информацией какой-то, да, то есть на сегодняшний день я стараюсь вопросы узнать, ответы на них, и вот такой, как журналист, да, наверное, материал. Вот. А прослеживаете вы в своих пабликах, что вот все-таки у нас Караганда – это такая присутствие в Караганде много этносов, да, много этнокультур. Конечно. То есть это все вот это прослеживается. У меня и у друзей, ну, очень много друзей, то есть и корейцы, и русские, и евреи есть, и кавказской национальности, да, тоже очень много. Вот, поэтому я сам, вот когда я сам родился и вырос в Каркаролинске, вот тогда я помню, вот в 90-х годах у нас мы были, еще одни были соседи казахи, и все, остальные все немцы были. В Караганде у нас, я считаю, что очень. И это мне так нравится, если честно. Вот эта дружба народов мне нравится, Да, когда на у каждого свои, поздравляют все. да, у каждого своя традиция, у каждого свои какие-то там, я не знаю, ну, очень интересно на самом деле. У нас все И смешано. в гостях Смешано, бывать. да. Во время И Пасхи, вообще- да, казахи Да. говорят русским Да, Христос да, воскрес, да. а во время других... Ну вот я сегодня прочитал, говорит, только в Казахстане, говорит, на ифтар Блины, да, едят это блины, масленицы, поздравляют точно. масленицей. Да, это совершенно правда. точно. Так и было. Вчера буквально сама присутствовала при таком. Бак, гляньте, что там вот, происходит. Нормально все? Все готовится, все Да? хорошо, все нормально. Я под контролем. Боится. Я рядом. Так, у нас, я чувствую, Наверное, прям масло уже, да, уже подогрелось, можно приступать к жарке. Так, мы переходим к жарке баурсака. Да, начнем жарить. Масло разогрелось у нас уже. Ой, как красиво, замечательно, даже запахло. Запахло весной.
Баурсачная весной, да? Ну, это диетические баурсаки, получается? Ну да, конечно. Можно есть со спокойной совестью. Да, да. Отлично. Вообще от баурсаков калорий не прибавляется, говорят. Да. Вес не Давайте еще прибавляется. вот эти. Они у нас чуть-чуть. Вот и готовы наши баурсаки. Прям уж, мне кажется, можно отключать, да, плиту. Да. Все, и готово. Какие они красивые. Спасибо. А пахнет как. Угу. Прям хочется раз и со сметаной. Так, здесь у нас маслица, поэтому мы так пока. Сейчас у нас щи скоро будут готовиться. Осталось А минут можно 10. пока баурсак попробовать? Горячий прям. Давайте, Ну-ка, да. давайте посмотрим, как Яна кормит с рук. Да не, давай я сам. Спасибо. Вот. С рук не ест. Это сметана же, да? Да. Можно, да? Вот я и говорю, прям Можно, со можно. сметаной можно прям. Ну-ка. Вы не хотите попробовать? Попушисти какой? С удовольствием. Такой, чтобы не горячий был, да? Супер вообще. Какая красота. Ладно, я с вами тоже. Че я Раз уж стою? пошло, да? Вот они такие получились. Вкусные. Как я люблю, чтобы они были. Мягкие, воздушные. Итак, у нас почти уже все Все готово. уже, он уже Всё нас зовет. готово даже, Все, да? можно делать. Дальше продолжать. Все у нас сварилось. Переливаем содержимое миксерной чаши в нашу супницу. У нас кастрюлька. Так, у нас здесь капусточка, картошечка Запах и говядина. просто шикарно. Сейчас я это все покажу дело. Так. Все А вот это тот дело. сам бульон, да, получается, который... Сам этот бульон, да. Бульон – это вот с тем как раз морковкой, с луком. Да, который да. добавляли, и болгарский перец. Да, это вот у нас бульон. Сейчас мы... Диетические опять, да? Сегодня день полностью на диете, на правильном питании. Да, сейчас я лопаточку возьму, мы все это выложим сейчас. Все у нас, смотрите, капусточка и картошка сварилась на пару. На Отлично, пару. слушайте, И все замечательно. быстро. Самое главное, шустро, быстро и вообще. Так. И самое главное, опять же, это никаких лишних калорий. Да, Потому что все на говядинка. пару. И мясо, да? И мясо говядину кладем, она уже Говядину. отварена на пару. Сегодня мы приготовили вместе с семьей Омархановых замечательные блюда, и не терпится уже приступить к Да. дегустации, особенно Бахтияр, по-моему, голодный. Давайте начнем. Яна. Давайте, Бахтияр, держи. Ну, вы больше Вот на обед ложечку. не приглашайте во время обеда. А у вас Так, очень... давайте, приятного аппетита, баурсаки берите. Не, Яна, ты почему мне не готовила вот этот суп? Вот, Скажи, кстати пожалуйста. говоря, да, да. сразу. Мне вот это Да? вот непонятно. А ты его Первый сначала раз буду попробуй, вдруг пробовать тебе не сейчас. понравится. Давай, кто Да, первый я уже пробует? по запаху уже. Как вкусно. Главное, чтобы соли достаточно было. Достаточно. Да. Я как мужик показался, прям со Баурсак возьми. Можно так? Так удобнее. Керемет. Масқара. Вкусно. Скажи Менің вкусно. әйелім қалай дайындайды тамақ көрдіңіз ба? А? Что я хочу поблагодарить семью Умархановых за то, что вы сегодня в своем таком бешеном ритме, графике нашли время с нами провести этот час, да, можно сказать, как бы, за который мы приготовили замечательных 3, можно сказать, блюда, да, щи, баурсаки, сок. Жане, сізге де рахмет үлкен осылай шақырып жатқаныңызға. Бүгін достық үйдің шаңырағында осылай мына Яна екеуміз, мен енді былай сондай масқара көмектескен жоқпын, но да, несмотря... Присутствие. Да, ну, наверное, да, действительно, спасибо большое, это очень классный проект, я считаю, Караганда у нас, Казахстан многонационален, поэтому побольше вам таких классных гостей, как мы, вот, да, богатого, вкусного дастархана, всей команде, вот, которые сейчас за кадром стоят, вот, руководству, всем большое спасибо. Теперь все пойдемте кушать. Спасибо. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Хочется сказать нашим дорогим зрителям, обязательно смотрите, записывайте рецепт, готовьте и подписывайтесь на наш YouTube-канал Дома дружбы Караганды.